В эфире информационный выпуск. Амшек Шара. Здравствуйте. В первые дни Нового года в Абхазии вновь возникли лесные пожары. В Галском районе пламя уже нанесло немалый ущерб домам и хозяйственным постройкам. Горят горы вокруг Нового Афона и Гагры. О том, как борются с огнем сотрудники МЧС Абхазии, в материале пресс-службы спасательного ведомства страны. Первая неделя наступившего года стала крайне напряженной для сотрудников МЧС Абхазии. Число пожаров и возгораний увеличивалось с каждым днем. Сгорели несколько жилых домов в Гудаутском, Тупальчальском и Галском районах. К счастью, удалось избежать человеческих жертв. Однако наиболее критическая ситуация с пожарами сложилась в Галском районе. Поначалу локальные возгорания сухой травы и кустарников впоследствии объединились в одну сплошную полосу огня. Пожар охватил территорию в 600 гектаров. Пламя перекинулось на лесополосу, огонь пошел по верхушкам деревьев и стал стремительно приближаться к населенным пунктам. Пожар бушевал в 9 селах Галского района. Туда были стянуты пожарные подразделения из Сухума, Гудзеры и Ачамчиры. Огонь тушили всю ночь с 4 на 5 января. В результате пожара в селе Верхний Баргеб полностью выгорели 3 жилых дома. Огонь уничтожил коровники и амбары сельчан. Человеческих жертв удалось избежать. По словам специалистов, пожара такого масштаба в республике не было последние 15 лет. 5 января во второй половине дня в Галский район вновь были стянуты крупные силы МЧС, так как вновь были обнаружены локальные очаги пожара. Пламя удалось потушить в максимально сжатые сроки. Основная причина пожара, как говорят спасатели, человеческий фактор. Самовольный пал травы в сухую ветреную погоду и привел к таким плачевным результатам. К тому же населенные пункты не отделены от лесополосы санитарной пропашкой, которая могла бы преградить дорогу огню. 6 января локальные возгорания были обнаружены и в Гагрском районе. На их ликвидацию направлены пожарные подразделения пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района. Сотрудники МЧС в постоянном режиме мониторят ситуацию с пожарами по всей республике и в очередной раз просят население страны быть предельно осторожными. Необходимо прекратить самовольный пал травы и сухостоя, который может привести к катастрофическим последствиям. Лесной пожар, разгоревшийся 3 дня назад в окрестностях Гагры, в среду утром спустился к республиканской автотрассе Псоингур. Особенно обстановка осложнилась в районе санатория «Москва». Полоса огня растянулась на 4 километра вдоль автотрассы. В основном горел подлесок и сухостой, хотя была реальная угроза верхового пожара, когда пламя перекидывается на деревья. Пожарный ПСО по охране Гагрского района совместно с сотрудниками санатория подключили противопожарную установку, имевшуюся в санатории. Протянули 3 пожарных рукава и установили круглосуточное дежурство. К месту пожара были направлены 5 расчетов. Огонь удалось остановить. Инфраструктура санатория не пострадала. Лесной пожар в окрестностях санатория «Москва» стал причиной камнепада. Республиканскую трассу въезда в Гагру завалило огромными валунами. Сотрудники ГАИ организовали реверсное движение автотранспорта, а дорожные службы в лице ДРСУ оперативно убрали с проезжей части камни и мусор. На данный момент ситуация с пожаром стабилизировалась. Пожарные мониторят обстановку. Угроза населенным пунктам отсутствует. Наблюдаются локальные возгорания в горной лесополосе. Лесные пожары в Абхазии не могли не сказаться на экологии. В основном причина возгораний – человеческий фактор. В связи с этим экологи республики обращаются к жителям и гостям страны внимательнее и бережнее относиться к окружающей среде. О том, как влияет огонь на природу Абхазии, нам рассказал председатель Государственного комитета по экологии Савелий Читанава. Смотрите репортаж Амры Зарандия. Абхарра зыцны иааиуа арҭ амшқәа рзы Аԥсны араионқәа рҿы имаҷымкәа абылрақәа ҟалеит. Ҳәарада, ауааԥсыра рзы зегь раԥхьа инаргыланы ихадоуп аԥсыҭбара ҟамларц, рыҩнқәеи рыдгьыл ҵакырақәеи амца ԥхасҭа рнамҭарц. Аха иҳәатәуп амцакрақәа асоциалтәи аекономикатәи реиԥш аекологиатә ҟьаԥҟьақәагьы шрыцу. Хымԥада абри аблыра арԥырхагоуп аԥсабара аекосистема иалоу зегьы. Абри ахәаҵа инаркны абарҭ аԥстә-дуӡӡақәа рҟынӡа. Избанзар, аблыра ахьахысыз уаҵәҟьа абри почвенни микроорганизми ҳаниҟоуп. Анышә аҳалалра азҭо, убырҭ зегьы шьаҭанкыла иқәнахуеит. Нас убри аҭыԥаҿы акыр аамҭа, акыр шықәса, акы еизҳашьа ауӡом. Избанзар, адгьыл анышә иԥсуп. Егьыс
аԥстәқәа рзы иуҳәозар, урҭ абри аблыр ашьҭахь рҭыԥ иахнацот, рҭыԥ ихцаны, ҽаџьара ицаны ирыԥшаароуп ртәарҭа, ргыларҭа, дара нас ашабашьқәа ахьтәоу ҳаниҟоуп, егьырҭ амышқәа ахьтәоу ҳаниҟоуп, аблыр анырхыслак хымԥада рҭыԥқәа рҩашьоуп. Амцакрақәа зыхҟьо аԥсабаратәи ауаҩытәыҩсатәи факторқәа роуп, аха еиҳаракгьы ауааԥсыра ишабалак аԥсабара иахьазныҟәо ауп ас еиԥш ахҭысқәа зыҟало. Абылрақәа ирыхҟьаны аҵиаақәа ԥхасҭароуеит. Аҳаскьын ҵиаақәа знык аблыр анырхыс, уаҵәҟьа рыжәлақәа, ажәлақәа блот ҽааны изхылҿиараны иҟаз аҵиаа ҿыцқәа, адацқәа блот, кыр шықәсала изызҳауа роузар, адацқәа блот, адацқәа ҽааны изхылҵраны иҟаз аҿиарақәа. Абас аахаӷәӷәа хымԥада абри аблыра ианаҭоит аԥсабара. Ауааԥсыра агәамсам анырбылуа, аԥсабараҿ амца еиқәҵаны ианрымоу, мамзаргьы абылра зхылҿиаауа амаҭәарқәа анаанрыжьуа иазхәыцлара ауп уи анаҩс амҽхак акырӡа иҭбаахарц шалшо. Абриза аусқәа ҟамлаларц азыҳәан сара ҳауаажәларахь схы нырханы исҳәар сҭахуп, амца ауаҩы далахәмарыр ауӡом. Амца иаҭахуп азнеишьа ҷыда. Ҭынк уахама ибзиан ирцәаны, мцак еиқәуҵома унахыҵуа ирцәаны ӡы лақәҭәаны, абас аԥсабара ҳаидгыланы еицаҳахьчароуп хымԥада. Абнақәа амца рыцраланы ианыбылуа, иқәчуа алҩа, ауаҩы игәабзиарагьы иазеицәоуп, ажәакала абылра иҟанаҵо аԥхасҭа маҷӡам. Аекологцәа ааԥхьара ҟарҵоит ауааԥсыра амца хылаԥшрада иаанырмыжьларц, иахьа хәҭа мадқәеи абнақәеи амца рыцра рымҵаларц. Амра Зарандиаԥҳа, Александр Баструков, Аԥсуа телехәаԥшра. 6 января празднует день рождения выдающаяся певица, примадонна мировой оперной сцены, кавалер ордена Ахзапша первой степени, народная артистка Республики Абхазия и Российской Федерации Хибла Герзмава. Оперную диву с днем рождения поздравил президент Аслан Бжания. Вы являетесь выдающейся исполнительницей, одной из ярчайших звезд мировой оперной сцены. Вашим незаурядным талантом, неповторимым голосом восхищаются ценители классической музыки во всех странах. Народ Абхазии по праву гордится вами. Со сцен лучших мировых театров вы прославляете свою родину, пропагандируете ее своим гениальным творчеством, за что мы вам безмерно благодарны, говорится в поздравительном адресе президента Аслана Бжания. Аслан Бжания пожелал Хибле Герзмава крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и благополучия. Министр культуры Республики Абхазия Гудиса Агарба также поздравил Хиблу Герзмава с днем рождения. Уникальной красоты голос и яркий артистический темперамент снискали вам поистине мировую славу, покорили сердца миллионов поклонников. Лучшие музыкальные залы мира рукоплещут вашему яркому и самобытному таланту. Миллионы зрителей стали близки к музыкальной культуре Абхазии благодаря абхазским песням в вашем исполнении, отмечается в частности в поздравлении. А в нашей программе сегодня смотрите концерт Хиблы Герзмава. Продолжаем выпуск. Ситуация с ростом числа заболевших COVID-19 в республике ухудшается с каждым днем. Всего в Абхазии коронавирусом переболели 9613 человек. Из них сейчас болеют 2300. Только за последние сутки вирус подтвердился у 141 жителя Абхазии. Жертвами вируса стали 131 человек. Почему такие данные и можно ли изменить ситуацию в республике? Наш корреспондент побеседовала с главным санитарным врачом Абхазии Людмилой Скорик. Репортаж Гугуцы Вардания. Новогодние праздники в республике продолжаются, а вместе с ними увеличивается число заболевших COVID-19. Только с 1 по 15 января в Абхазии от коронавирусной инфекции умерли 15 человек. С чем связан рост заболеваемости и как избежать дальнейшего увеличения количества заболевших? С этими вопросами мы обратились к главному санитарному врачу республики Людмиле Скорик. То, что через неделю после Нового года количество заболевших COVID-19 в республике увеличится, медики прогнозировали еще до 31 декабря. Поэтому неустанно обращались к гражданам соблюдать все меры предосторожности. Но многие этим предупреждением пренебрегли. Вот почему после новогодних праздников врачи за сутки выявляют около 140 человек с коронавирусной инфекцией. Количество из заболевших после Нового года у нас вот идет
134, 138, 141 за вчерашние сутки. То есть, естественно, идет нарастающим итогом в связи с тем, что все-таки новогодние праздники дают свои результаты. Естественно, обращаемость в лечебные учреждения увеличилась в разы. Естественно, у нас сейчас начнут паниковать наши родители. Почему? Потому что новогодние елки, новогодние мероприятия, ни один из детских центров не был закрыт. Проводили все новогодние мероприятия, в том числе и для детей, в помещениях. Причем это массовые мероприятия. Там, где был не один ребенок, а довольно-таки много. Мои рекомендации гласили о том, что да, не надо отменять детям праздник, но и желательно его проводить, обязательно проводить его на свежем воздухе. Тогда, когда количество передачи вируса от одного ребенка к другому будет минимальным. Если вам пришел положительный результат на COVID-19, важно соблюдать постельный режим, пить много жидкости и ни в коем случае не переносить вирус на ногах. Вовремя делать рентген, советуют врачи. Многие проблемы возникают из-за беспечного отношения к своему здоровью и здоровью близких. Если раньше вирус тяжело переносили только пожилые люди, то теперь медики говорят, что вирус молодеет. Тяжелые последствия и у людей средних лет. Он не молодеет сам по себе. А именно молодые люди стали беспечны к своему здоровью. Раньше мы рассказывали, что да, этот вирус особенно опасен для тех групп лиц, которые или пожилые, или имеют какие-то сопутствующие заболевания. И это вызвало волну такого жизнерадостного настроя у наших молодых. Я молод. Все нормально у меня с иммунитетом, я занимаюсь, значит, спортом, все хорошо, я его перенесу хорошо и замечательно. И вот это результаты. Не надо бежать делать себе рентген. У нас есть пациенты, которые дважды проходили облучение. Рентген-облучение – это нагрузка на организм. Сначала они в самом начале пошли, сделали себе рентген. А потом, естественно, по необходимости, когда действительно результат показал, что это коронавирусная инфекция, когда у человека становится уже плохо, и когда медикам нужны четкие основания для назначения сильнодействующих лекарств, которые наносят вред больше организму, чем коронавирус в самом начале, если бы этот пациент соблюдал все те требования, о которых мы говорим. Кроме того, по словам главного санитарного врача республики, тяжесть заболевания и его последствия зависит от того, какое количество вируса человек получил в организм. И здесь не важен возраст. Течение болезни может проходить сложно и у молодых. И поэтому очень важно носить средства защиты и соблюдать дистанцию. Тогда риск заражения или поступления большого количества вируса в организм сводится к минимуму. И тот пациент, который в маске, который болен в маске, и тот, который здоров, тоже в маске. Так вот, передача вируса практически невозможна. А если вы еще будете соблюдать дистанцию, естественно, вы вообще его не получите. А если вы без маски, он без маски, вы поцеловались, обнялись, друг другу передали этот вирус, вы даже не знаете, больны вы или нет в тот момент, когда вы обнимаетесь с кем-то. Почему? Потому что вот этот инкубационный период 14 дней, когда человек себя никак не проявляет, никакой симптоматики у него нету. Он себя замечательно чувствует. Ведь вся симптоматика появляется уже после того, как вирус начал свое прямое воздействие на организм, когда появилась интоксикация. Кроме того, на организм, пораженный коронавирусом, негативно влияет и употребление алкоголя. Также многие, как подчеркнула Людмила Скорик, хотят переболеть этой болезнью, чтобы избавиться от нее раз и навсегда. Однако это плохая идея, говорит врач. Во-первых, выявлены повторные случаи заболевания. А во-вторых, последствия болезни могут быть весьма серьезными. И все же пандемия коронавируса показала, что в республике немало отзывчивых людей, которые объединились в борьбе против COVID-19. Однако их возможностей
не безграничны. Я хочу спасибо сказать Габуния Адамуру, это ООО «Азит», город Сухум, Арзин Бадауру, Морпорт, это Заркова Ирина, ресторан Эрцаху, это Арзин Бабатал, Модатекс. Это человек, который самый первый пошил нам те костюмы, которых у нас в начале не было, пока нам не стали оказывать гуманитарную помощь международные организации. Мои сотрудники работали в пошитых костюмах. Пилия Давид, новая столовая, который в настоящее время продолжает кормить. Сначала начала эту работу Зарко Ирина, которая кормила сотрудников моей лаборатории, ввиду того, что они работают у меня с 8 до 12 ночи и не имеют возможности куда-то выйти, где-то перекусить и так далее. Сначала начала эту работу Зарко Ирина, сейчас продолжает ее Пилия Давид. Ну и хотелось бы особо отметить борцыц Бориса, это А-Мобайл, который оказал очень большую помощь и поддержку, в том числе и в покупке первых тест-систем для диагностики, для ПЦР-диагностики именно на коронавирусную инфекцию. Да, кстати, я не отметила руководителя Hello Trust, которые предоставили машины, свои машины для того, чтобы наши медики могли перемещаться и объезжать, делая забор биоматериала прямо на домах у пациентов, которым плохо. У врачей всего мира еще нет единой системы лечения от коронавирусной инфекции. Болезнь достаточно молода и плохо изучена. На каждый организм вирус влияет по-разному. Поэтому пациентов лечат по принципу индивидуального подхода с учетом хронических заболеваний. Сегодня во многих странах мира введен жесткий карантин. В Абхазии, по словам медиков, еще можно спасти ситуацию и снизить рост заболеваемости и летальных исходов. Все это возможно, если соблюдать элементарные меры предосторожности и следовать рекомендациям врачей, у которых может не остаться сил спасать человеческие жизни. Гугуца Вардания, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. В возрасте 58 лет ушла из жизни ветеран Отечественной войны народа Абхазии Манана Чава Хаджим. 17 лет она работала в Ткварчалском роддоме. Во время войны была медсестрой в Гудаутском военном госпитале. После войны Манана Чава Хаджим начала работать в Сухумском родильном доме, где пользовалась большим уважением. Лара рыцлухен, а хакимша дука Ольга Семеновна, я хаги Тина Гамисония, Гушеркас, Илхоса Хахана Бревяйга, Гахзита Лхидрца, Торчала Элла Хасоя Налагалхид. Тини срях дежурства Гунлхид. А хочка Аштахана Дзахкалхиди Хамана Бадвалахцин Хацута на Хасре Удзанзалхид. Лара коллектива же, Дагиханан, Дагихабн, Дагихашан, Куряхаци Юлшун. Хан, а коллектив зиги хабхагылыш тхаман яшазрхан. Яха тхабхид апышаду змаз ицауладзан зус здрваз. А медицина гана халам аусу и бзи, аюза бзи. Ушел из жизни репатриант, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Есеф Хапат. Впервые он вернулся на свою историческую родину в 1991 году и с тех пор не покидал родной земли. Учился в Абхазском государственном университете. В первые дни войны он, не раздумывая, встал на защиту родины. За эти годы в Абхазии у Есефа Хапат появилась семья и друзья. Дбзиахаб гограги хаманаха мушква киртагзена цохтан пия мушква ачкарах дейнаго ялаги лубре ахабарах заван аха хагук ахмижидец нас хабарн хаха хахамца зейт убс гулабзио убс оюрзуб убс одои халал ишес хазибшна
وحنستخم أتعشرة بيتزا ديراي بشرب خبرة يبصد قلخ تخن حيت وبس باتريوت دوب أسف أي بشرة قدلا خن غلط أي بشيت أخويترا از دكوبيت خاشترا يكزم نونك ذا حاجات عشان بنخوض دتشاتشو دقن زنكي دصرخوني لك يبلك دصرخوني دوبات زومز يجاش كرق الارجي يجد زكشا زارجي يقولك احد زومز وبس امشيمان وقال قزرشتي خوان ناس تسخرار بزيبون يزقو يزبسوز يقدر تسخراوان او يديليخ زومز داربان زلاقنجي تركتولان تي اواز يقدر تسخراوان ابرخ رخدر خار يتخن بتكسيمان ناس يكرا بجي حرب براي نيتي براي نيكزيت وبس ينسب يمان حرام كان ويا غرقمنيت هايشتياخا يرو بس تقن دارت شتزدو دارسو شاويت وبري يوزر يويره يبصور اخذ مام وبس يحركن. 6 января 1993 года день гибели героя Абхазии Олега Чанба. В нашей программе сегодня смотрите передачу памяти Олега Чанба из архива Абхазского телевидения. Продолжаем выпуск. Сегодня рождественский сочельник – день усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В православной традиции в рождественский сочельник принято отказываться от пищи до появления первой звезды. После окончания семейной трапезы верующие направляются в храм на вечернее богослужение праздника Рождества Христова. Торжественное богослужение пройдет сегодня ночью и в Сухумском кафедральном соборе. Апа, Апсадская ехзала. Дара за взей бабашайство еще. Ехидуя гургера дудза. Христос яхакуйту вифлем, ахапагна иира. А гургера дудза, ачала хрозагиш губ конферайцат, ачаши нехад, апсо жлари халанхо, хапсадгил, хапсы хадгил и мадуб. Абзей бабара, и хушара гамло, айз хосра, ахшу зиштра, ятаху, حبصدق حنتكرر أتذكر خصوصا في غيزات يخدي عامته علي دارزة وزرقورة شام توب يزبان وزر حساس حبصدق يحيتز خرح لباس يشقو خرح لباس يقو حبصدق حنتكرر يتخوه بقرقة رنك زرزقي حوصا في غيزات يحكوا تو خريستوس حبقنا في فيلم دنيين ركنا وبري يرى يحيتز بقرقة Христос взял из апсу жлар, абри яра жани гохаб яхирбаз и пах сазацу, апсацкил из вифлем, пахно апхарако разыди разыгих по хозяйзат, ай хабейц бо и чнузюй гахуану и бандую, зуста зала гайзи рахоку апстазара, адзукипш и хшара кабло, хайцгур хазыги, ай хабейц бо Айзазер голод шагайзат, отшаши шагайзат, еще дошнего добрямш тут за. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению синоптиков, в четверг в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем 12-17 тепла. Температура морской воды плюс 12. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.